мы первый раз собрались на мою малую родину, то у меня возникла идея больших акварелей. И я стал смешивать черную краску с оранжевой, совершенно какой-то необычный для меня колорит, и стал создавать вот такие импровизации. Когда мы ехали в Кабардино-Балкарию, Сара меня взяла за плечо и сказала, говорит, ну, обожди, посмотри, это же то, чем ты занимался последние полгода, наверное, или год. То есть я каким-то внутренним оком увидел эти горы, самое главное, их тональность вообще, вот эту удивительную, сложнейшую гармонию цвета. Не ярких локальных цветов, а то, что мы называем сложной гармонией. Я бы сам был поражен этим. И какое у меня чувство, когда я думаю о Кавказе, думаю о вас, думаю о своей родне многочисленной, о своих братьях и сестрах, думаю об отце, думаю об, в общем, довольно долгие годы несчастной судьбе нашего народа, связанной с репрессиями, связанной с, в общем, тяжелым режимом, который убивал все живое, все талантливое, так же, как и в России, как в любой республике. Но когда я вот приезжал несколько раз сюда, то возникало чувство, даже какое-то искушение. Сара было, она сказала, я не хочу уезжать обратно в Америку, я хочу остаться здесь. Ей так понравилось, это был первый ее приезд. А у меня было, и всегда бывает ощущение, особенно когда я бываю в горах, вот когда мы едем в ущелье и прочее, я у себя дома. Это чувство настолько глубокое, что его невозможно выразить даже словами. То есть ощущение, как будто ты и все атомы, меньше, чем нейроны вообще, все, что, из чего состоит человек, кроме того, из необъятной и непознаваемой структуры духа, то, чем мы движемся, то, что движет нами, все это вливается вот в эту природу, в эти горы, и я себя чувствую абсолютно вписанным в эту землю и в эти скалы, в камни и прочее. И как однажды мне, не помню, не то Руслан и не то Арсен сказали, вот хорошо бы здесь остаться тебе, мы что-то построим на горе, мы сделаем замок, выстроим, и то же самое. Валера Карданов мне часто говорит, ну того более такие заземленные, хорошие виллу, там прочее все. А мои ребята, мои основные духовные братья говорят, какой-нибудь замок, и мы там будем жить, творить и работать. Но в то время мое чувство, шестое, уже тогда подсказывало мне вот это тревожное время. Я сказал, если ты помнишь, я сказал, я бы, да, может быть, и остался, но здесь пахнет кровью, мы не сможем здесь жить. А я особенно, вот, потому что у меня немножко другое положение, более сложные отношения, даже с той же самой властью, как бы она ко мне хорошо не относилась. Но вот это чувство такой тоски по дому, оно всегда живет в моей душе. А с другой стороны, я понимаю, что я, человек, принадлежащий к этому народу, принадлежащий к этой земле, к этому воздуху, к этому небу, да, выполняю какую-то миссию, очень сложную, которую я обязан пронести. И я все время в каком-то пути, где бы я ни жил, потому что я сын военного, у меня никогда не было дома, мы всегда жили, я вырос в Германии, потом немного в России, потом Франция, потом Америка, где только я не жил, включая ту же самую Польшу. А вот ощущение того, что у тебя где-то есть дом, твоя земля, это вот это. Я не чувствую себя русским, потому что русской крови у меня совсем мало, потому что мои предки по материнской линии приехали из Испании в 18 веке, поэтому все служили в Кронштадте. Вот. Я с трудом воспринимаю, допустим, я очень люблю русский пейзаж, все, но всегда мне все это чуждо. И только здесь я чувствую вот свои корни. И вот ощущение вот этой тоски по своему дому, оно всегда живет в душе. А с другой стороны, ты понимаешь прекрасно, что ты обязан, ты давно уже себе не принадлежишь. Я давно знаю, что нету того Миши Шемякина, который когда-то мог сидеть там по французском кабаке, смеяться, веселиться и все. В определенный момент, это много десятилетий уже назад, пришел тот момент, когда я понял, что я себе уже не принадлежу, я выполняю какую-то миссию. И вот мое чувство.
То есть, когда сюда я приезжаю, я знаю, я приехал домой, и знаю, что я в этом доме жить не могу, но здесь осталось мое сердце, моя душа, вы, и все равно я знаю, что всегда я все равно здесь, потому что мое служение, оно нашему народу и этой земле. И я всегда говорю, всегда, вы знаете, вообще все мои интервью и прочее, где бы я ни делал, я всегда стараюсь что-то сделать для того, чтобы мы остались самими собой, чтобы нас не смела безобразная история, которая сегодня на нас надвигается. Вот все. Все. Спасибо большое, Михаил. Да, знаете,